Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые земляки, хаумагат башкорттар. Это мое обращение к выходцам из Республики Башкортостан, которые сегодня проживают за пределами Российской Федерации по всему миру. Земляки, вы все прекрасно, наверное, следите за тем, что происходит в мире, в России. Ну и, конечно, внимательно следите за событиями, которые происходят в Республике Башкортостан. Если вам она дорога, вы, наверное, переживаете, я уверен. Видите, что та война, которую начала Россия против Украины, она очень больно отразилась и на наших земляках. Уже сегодня, по официальным данным, погибло больше 100 человек, выходцев из нашей республики, жителей нашей республики. А по неофициальным данным, я думаю, что их еще больше. На это, конечно, больно смотреть. Это ужасно. Поэтому сегодня вот то национальное движение, башкирское национальное движение, которое есть в Республике Башкортостан, та оппозиция, которая есть в Республике Башкортостан, по понятным причинам, оно не может как-то действовать так же, как она могла хотя бы действовать 2, 3, 4 года назад. К сожалению, репрессии коснулись всех. Кого-то посадили, кто-то был вынужден бежать, как я, кто-то просто на сегодняшний день вынужден замолчать. Поэтому вся дальнейшая борьба за нашу республику, кто считает, что то, что происходит в республике и в стране, несправедливо, ложится на плечи, я так считаю, конечно, тех, кто находится за пределами Российской Федерации. До кого не может дотянуться рука вот этих вот силовых структур, которые сегодня просто задавили всех в стране, ну и в нашей республике, соответственно. Наша республика Башкортостан сегодня превратилась в обычную сырьевую колонию. Это очевидно всем, все это прекрасно понимают. Вот этот центр, Москва, да, выкачивает из нашей республики природные ресурсы, людские ресурсы. Сегодня очень много наших жителей республики работают на северах, пока еще есть там работа. Республика наша чахнет. Хотя чиновники вроде бы говорят, что она развивается. На самом деле, мы все прекрасно понимаем, что это не развитие. Это агония. И в дальнейшем, скорее всего, будет хуже, хуже и хуже. И, как я уже говорю, так, как сейчас есть, все это не сохранится никак. В любом случае будут большие изменения. Страна, Россия, либо распадется, либо будет переформатирование. Как это будет происходить, когда это происходить будет, не знаю. Но явно, что это будет в любом случае. Так вот, мы должны быть готовы к этим изменениям. Мы уже сегодня должны как-то помочь нашей республике. Как-то помочь тем людям, которые хотят этих изменений. Я обращаюсь именно к тем людям, которые до сих пор связывают свою судьбу с Республикой Башкортостан, которые считают ее своей родиной, которым не безразлична ее судьба. Я понимаю, что у вас у всех есть своя работа, своя жизнь, семья, там, бизнес, да, у кого-то, учеба и так далее. Но Республика Башкортостан у нас одна. Это наша альма-матер, это наша прародина. Другой республики у нас нету. И мы все за нее в ответе. Она нам досталась от наших предков, и наша обязанность передать ее нашим потомкам. Поэтому давайте, земляки, проживающие в Канаде, в Европе, в Америке, в Японии, в Турции большая диаспора живет, ну и в других странах, давайте объединимся. Давайте объединим наши усилия и как-то будем работать над созданием светлого будущего нашей Республики Башкортостан, чтобы мы могли что-то предложить жителям нашей республики, чтобы они видели, что башкирская диаспора сильная, что на нее можно положиться, и когда наступит изменение,
они что-то привнесут в нашу республику. Давайте объединяться. Будет это какой-то центр, будет ли это какая-то организация, какое-то объединение, движение какое-то, я не знаю. Предлагайте. Предлагайте. Я готов с любым объединяться, готов стать под любые знамена, признать любого лидером, если этот человек будет достойный. Лучшие умы, у нас очень умные выходцы из Республики Башкортостан. Есть и экономисты, айтишники, да, инженеры, ну и так далее. Мы все можем что-то привнести. Мы все можем что-то предложить. Давайте объединим наши усилия и создадим вот этот образ светлого будущего. Давайте что-то делать. Это обращение, еще раз говорю, к выходцам из Республики Башкортостан, которые живут за пределами Российской Федерации по всему миру. Хау болот, хурматлы милләттәшләр.